Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Укшара. Сегодня в программе «Усилить контроль, ужесточить меру ответственности». Президент провел совещание по вопросам промышленного лова рыбы. В срок до 1 марта заканчивается процесс обмена паспортов гражданина Абхазии старого образца на новые. На первом месте тема борьбы с мраморным клопом. Коллеги Министерства сельского хозяйства. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам усиления контроля над соблюдением правил вылова рыбы в ходе текущей рыбной путины. Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел поручено в течение недельного срока провести необходимые проверки, по итогам которых будут приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности вплоть до уголовной. Рауль Хаджимба подчеркнул, что соответствующие наказания должны понести руководители предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы в нарушении действующих норм. Глава государства также поручил администрации президента и кабинету министров в течение 2 дней подготовить изменения в постановление правительства, регламентирующее вылов рыбы, направленные на ужесточение мер ответственности нарушителей. Кабинету министров также поручено введение запрета на экспорт всех видов рыб, за исключением хамсы. В результате ваших мероприятий, которые будут доведены до конца, прокуратура вместе с МВД принять решение о привлечении к соответствующей ответственности, вплоть до уголовной, тех, кто нарушал все установленные правила ловли рыбы. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» обратилась к генеральному прокурору Зурабу Ачба в связи с участившимися обращениями граждан о нарушениях, допускаемых рыболовецкими судами в 500-метровой зоне, являющейся запретной для промыслового вылова рыбы. Партия ФНА настоятельно требует разобраться в ситуации и взять на контроль соблюдение всех норм экологической безопасности, предусмотренных законами Республики Абхазия. ФНА предлагает придать широкой огласке материалы тщательного изучения и расследования всех видео и фотосообщений по этому поводу, появившихся в последнее время в социальных сетях. О нарушениях при промышленном вылове рыбы говорили сегодня и на площадке Арсмира, где прошла пресс-конференция представителей Федерации спортивного рыболовства и охоты Абхазии. Федерация считает, что государство должно строго контролировать количество вылова рыбы и увеличить штрафы за нарушения. А в Гагарской и Пицунской бухтах лов рыб необходимо вовсе запретить. Репортаж Алики Трапш. Ежегодно в период хамсовой путины в абхазской акватории Черного моря при промышленном лове рыбы со стороны рыболовецких судов наблюдаются нарушения. Буквально вчера жители Пицунды сняли на видео, как несколько рыболовецких сейнера нарушили 500-метровую зону и ловили рыбу в 200 метрах от берега. Они не стояли, не проплывали, а именно производили лов. С этой бедой боремся уже вот который год. Капитаны кораблей это прекрасно знают. Хозяев заводов прекрасно знают. И все равно это происходит. Цель одна – выловить как можно больше рыбы за этот период и все. По факту, который вчера были сфотографированы, ребята подплыли на лодках. И сеть, когда была подтянута к кораблю, они сфотографировали. Хамсы там не было. Там была ставрида и луфарь. В Комитете по экологии и охране природы Абхазии подтвердили, что действительно рыболовецкие суда находились в запретной зоне, где осуществляли промышленный улов рыбы. Все нарушения зафиксированы и дело передано в МВД и прокуратуру республики. Суда арестованы и находятся в бухте города Сухум. Они отстранены от промысла и идет разбирательство. Сегодня, значит, вот решение было такое, совещание у президента. Завтра, наверное, выйдет постановление запретить, кроме хамсы, и другую рыбу для промысла запретить. Эти суда пошли за ставридой туда, и в запретной зоне проводили промысел ставриды. С сегодняшнего дня мы уже не выдаем никаких документов на промысел ставриды. С начала осенне-зимней путины 2018-2019 годов общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии составлял 27 тысяч тонн. Позже Кабинет министров увеличил квоту, и теперь она составляет 39 800 тонн. На сегодняшний день местные рыбоперерабатывающие предприятия уже выловили 17 656 тонн хамсы, 189 756 килограмм выловлено на экспорт.
В промышленном рыболовстве неизбежен прилов, то есть неумышленная добыча, попадающая в сети. Представители Федерации спортивного рыболовства и охоты Абхазии отмечают, что в период хамсовой путины над приловом контроля нет. Вчера корабль поднял сеть Ставрида-Луфа. Кто знает сколько. Будет ли он оштрафован за незаконно пойманную рыбу? Вот вопрос. Да, 3000 ему выпишут за незаконно пойманную рыбу, а законно надо штрафовать. Как раз по этому вопросу, и вот статья, я как раз искал эту статью, хотел прочитать. Статья 12. Уловы с содержанием рыбы непромысловой меры свыше установленного количества, а также рыба, выловленная с нарушением настоящих правил рыболовства, вне зависимости от того, где они будут обнаружены, на местах лова, в пунктах приема, обработки и реализации, органами рыбоохраны отбираются и сдаются на рыбозаводы или торгующим организациям по действующим приемным ценам. То есть, когда мы ловим, вот пример, эти 3 корабля, которые были вчера пойманы, зафиксированы, оштрафованы, их весь этот прилов, включая даже хамсу, потому что они ловили в неположенном месте, весь прилов должны представители власти выбрать и выкинуть на рынки, на магазины. И, соответственно, они должны, эти корабли или представители заводов, оплатить штраф. Штрафы там не маленькие. В момент промышленной ловли хамсы, как правило, в сети попадает не более 10% прилова. В сетях могут оказаться около десятка видов рыб, и на каждой из них выделена допустимая квота. К примеру, квота на рыбу катран составляет 5 тонн, на барабульку 100 тонн, а на луфарь 200. Рыболовецкие суда производят улов кошельково-пелагическим неводом, что исключает попадание в сети ценной рыбы, говорят экологи. Кошельковый пелагический невод, он в толще воды ловит рыбу. Он не может опускаться на дно, черпать рыбу со дна или идти на ходу и тащить за собой сеть. Это совсем другой. Они ловят только хамсу, только ставриду. К ставриде может попасть лифер, может там чуларка, так называемая, кефалевые какие-то виды рыб могут попасть. Мурман Соломка также опроверг информацию, облетевшую сети интернет, о том, что в нынешнем году в Путине была выловлена ценная рыба белуга. Фотография 3-годичной давности. Она попала в сети, в камбальные сети абхазских рыбаков. Разумеется, когда эта белуга попала, они решили похвастаться между собой, сфотографировали ее, а вчера это вот так выложили в Facebook. Написали, что вот такие виды рыб ловятся в Гаграх, и это произошло не в Гаграх, это произошло примерно в Приморском, и это вообще никакого отношения не имеет к промыслу этого года. Как нам сообщили представители Федерации спортивного рыболовства и охоты Абхазии, от имени общественности в Комитет по экологии и охране природы, а также в Парламентский комитет по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в скором времени будет направлено письмо с требованием запрета промышленного лова рыбы в Гагрской и Пицунской бухтах. В Федерации также считают необходимым контролировать количество вылова рыбы и увеличить штрафы за нарушения. Аля Катрапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Самец краснокнижного переднеазиатского леопарда, убитый в Гулрыбском районе Абхазии, был выпущен в дикую природу 15 июля 2016 года в рамках российской государственной программы по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе. Ранее появилась информация, что абхазские охотники застрелили леопарда в Кадорском ущелье, когда пойманный в капкан зверь попытался наброситься на них. Российские эксперты подтвердили, что это леопард Килли, сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории Кавказского заповедника. Во Всемирном фонде дикой природы России выразили надежду, что правоохранительные органы Абхазии и Государственный комитет по экологии и охране природы расследуют гибель леопарда. Во всех государствах, на территории которых обитает переднеазиатский леопард, он находится под охраной. Охота на краснокнижное животное является уголовным преступлением. В Абхазии подобная охота попадает под 256-ю статью Уголовного кодекса Республики «Незаконная охота». На сегодняшний день в дикой природе Российского Кавказа осталось всего 4 особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка. Заканчивается процесс обмена паспортов гражданина Абхазии старого образца на новый. Паспорт – основной документ гражданина, и всем, кто до настоящего времени не обратился для обмена документа, стоит поторопиться. В паспортных отделах всех районов республики созданы максимально удобные условия для посещения. Организована возможность вызова на получение паспорта по телефону и другие услуги. Саид Жарсаля продолжит тему.
Сотрудники паспортного отделения Чамчирского РОВД занимаются обработкой данных граждан, которые пришли в течение дня. Выдача документов проходит в обычном режиме. Инспекторы обрабатывают данные граждан с 9 утра до 6 вечера, а в случае необходимости остаются и до 20:00. В связи с возросшим в последнее время количеством граждан, обращающихся за обменом паспорта, паспортные службы работают и в субботу. На обработку документов и изготовление паспорта уходит от 15 до 20 рабочих дней. По Чамчирскому району процесс выдачи паспортов проходит нормально. У нас живая очередь. Для обмена паспорта нужны паспорт старого образца, свидетельство о рождении, домовая книга, если это город, сельсовета, выписку по хозяйственной книге. У жителей отдаленных районов есть возможность записаться на прием по телефону. Специально для людей с ограниченными возможностями работает выездная мобильная группа, которая принимает необходимые документы и снимает отпечатки пальцев по месту жительства. С начала паспортизации в республике обработано порядка 120 тысяч документов. Паспортные службы МВД Абхазии оповещают граждан о готовности документов и приглашают их для получения в удобное время. Я сдала все нужные документы и в течение 20 дней получила абхазский паспорт. В принципе, никаких проблем не было. Всем довольна. Согласно постановлению Кабинета министров Абхазии, в целях бесперебойного пенсионного обеспечения срок действия общегражданских внутренних паспортов образца 2005 года продлен для пенсионеров до 1 марта текущего года. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Рауль Хаджиба подписал распоряжение о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения второго президента Республики Абхазия Сергея Васильевича Багапш под председательством премьер-министра Валерия Абганба. В этом году известному абхазскому поэту Таифу Ачба исполнилось бы 80 лет. Указом президента Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по организации проведения юбилея поэта под председательством премьер-министра Валерия Абганба. Сегодня состоялось первое заседание комиссии. К юбилею Таифа Ачба планируется издать сборник его произведений в 2 томах. Предисловие к нему написал народный поэт Абхазии, председатель Ассоциации писателей Мушни Ласуря. Лирическое творчество Таифа Ачба не может не тронуть до глубины души каждого, кто когда-либо читал хоть несколько строк знаменитого абхазского поэта. За свою жизнь Таиф Ачба выпустил много поэтических сборников, в том числе однотомник его избранных произведений «Благословения», куда вошли лучшие стихи, поэмы разных лет. Он писал исключительно на абхазском языке, мыслил и говорил только по-абхазски, хотя великолепно знал и русский язык. Таиф Ачба всячески призывал к сохранению родного языка и искренне поражался, если абхазы не понимали и не могли говорить по-абхазски. В день рождения поэта 11 марта в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоится показ спектакля о жизни Таифа Ачба. Также запланирован ряд мероприятий в Национальной библиотеке и Абхазском государственном университете. На 82-м году жизни перестало биться сердце заслуженного врача Абхазии, кавалера ордена Ахзапша 3-й степени Анатолия Эрастовича Акшба. Анатолий Акшба – выпускник Кубанского медицинского института по специальности врач-хирург, организатор здравоохранения. В разные годы работал в больнице села Джгярда, во 2-й Сухумской горбольнице, главным врачом города Сухум. Заведовал сектором здравоохранения и социального обеспечения в Абхазском обкоме партии. С 1982 по 1990 годы Анатолий Акшба был министром здравоохранения Абхазии. В послевоенные годы работал заместителем министра здравоохранения, а затем до последних дней советником министра. С большой болью мы восприняли весть об уходе из жизни Анатолия Эрастовича Акшба, министра здравоохранения Абхазской ССР тогдашней 80-х годов. Было много совместных, так сказать, эпизодов совместной работы. Я был тогда главным врачом этой больницы. Было всякое, знаете, 80-е годы, это эпоха перестройки. Потом 89-й год, период межнациональных обострений, межнациональных отношений. Были радости и горести, взлеты и временные неудачи. Изменение общественной политической обстановки, война потом началась. Но Анатолий Эрастович всегда останется в нашей памяти как человек, большой организатор здравоохранения. И мы склоняем голову перед его памятью. Да.
Вопрос организации мероприятий по борьбе с мраморным клопом и лечения ореха фундука от грибковых заболеваний стали главной темой коллегии Министерства сельского хозяйства Абхазии, которая состоялась сегодня в Сухуме. Смотрите репортаж Гугуцы Вардания. Главной темой коллегии Министерства сельского хозяйства стали вопросы организации мероприятий по борьбе с мраморным клопом. Совсем скоро мраморный клоп выйдет из спячки, а значит необходимо будет приступить к первому этапу уничтожения вредителя. Самым эффективным методом уничтожения мраморного клопа на первом этапе остается ручной сбор. Мы хотим максимально уйти от опрыскивания, применения лекарственных препаратов. Почему? Потому что мы уничтожаем мраморный клоп, можем уничтожить и другие насекомые, которые нужны сельскому хозяйству, крестьянству. Понимаете, такая боязнь тоже есть. Помимо этого, в ближайшее время будет подготовлен видеоматериал о методах и способах борьбы с вредителем. Для многих крестьян в Абхазии выращивание ореха фундука является основным источником дохода. В 2017 году нашествие мраморного клопа уничтожило до 70% урожая. Кроме того, большой урон ореху наносят различные грибковые заболевания. Поэтому на коллегии было решено выделить порядка 7 миллионов рублей на лечение ореха фундука. В этом году мы крестьянам хотим помочь. Лекарственные препараты, которые должны поступить к нам, они будут бесплатными. Но при этом говорить о том, что мы в полном объеме в этом году сможем охватить все ореховые плантации, которые у нас есть, это не будет с нашей стороны корректным. Почему? Потому что мы знаем, что ореховые плантации находятся в запущенном состоянии. Их надо соответствующим образом обработать. В настоящее время в Министерстве сельского хозяйства готовится к первой весенней пахоте, которая будет проведена с привлечением новой техники. По всем вопросам между Министерствами сельского хозяйства Абхазии и России продолжается тесное взаимодействие. Руководители ведомств регулярно встречаются и обсуждают первоочередные задачи, связанные в первую очередь с решением проблемы распространения различных сельхозвредителей. Сейчас состоится поездка в Крым, где будет проходить масштабное мероприятие, такое называется «Агропром Крым 2019», куда будут приглашены многие лизинговые компании, мощнейшие предприятия, которые находятся на территории Российской Федерации, занимаются экспортом сельхозтехники, разных оборудований, современные подходы, новые подходы, время новых людей, деловых людей. Поэтому нам надо выезжать, сотрудничать. На коллегии также было решено выделить средства на борьбу с пальмовым долгоносиком. На эти цели Минсельхоз направит 500 000 рублей. Гугуца Вардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Чрезвычайному полномочному послу Республики Абхазия в Российской Федерации Игорю Ахва исполнилось 70 лет. С юбилеем его поздравил президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации под вашим руководством вносит неоценимый вклад в укрепление абхазо-российских отношений, эффективно выполняет задачи, поставленные перед вами руководством страны, отметил в частности президент в своем поздравлении. Игоря Ахва с юбилеем поздравил и премьер-министр Валерий Бганба. Благодаря вашей плодотворной работе и целеустремленности на посту чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации вы вносите огромный вклад в развитие и укрепление союзнических отношений, отметил премьер-министр. В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия прошла встреча с коллективом журнала «Аказара». Встреча началась с минуты молчания в память о главном редакторе журнала «Аказара», кавалере ордена Ахтапша второй степени, члене Союза писателей, Союза журналистов СССР, Союза писателей, Союза журналистов Абхазии, лауреате Государственной премии имени Гуля Джуми Ахуба. В ходе встречи коллективу журнала был представлен новый главный редактор Геннадий Аламия, абхазский поэт, общественно-политический деятель, кавалер ордена Ахтапша второй степени. Абхазский спортсмен по смешанным боевым искусствам из Германии Корай Ацугба стал чемпионом GMC German MMA Championship. В финале турнира спортсмен по прозвищу Машина встретился с немецким борцом греческого происхождения Марком Дусисом. На ринг Корай вынес абхазский флаг. Семья спортсмена родом из Абхазии. Его отец Озхан Ацугба долгое время работал тренером по смешанным единоборствам в республике. Сам Корай еще не бывал на исторической родине, но, по его словам, планирует приехать в Абхазию в августе.
Сухумский водоканал сообщает, что из-за проведения ремонтных работ на улице Чалмазы и на напорном водоводе в районе в среду 6 февраля с 12 ночи до 10 часов вечера будет прекращена подача питьевой воды в новом районе, на Старом поселке, в центральной и Нагорной частях столицы, а также в районах Виема и Маяка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачное с прояснениями, погода без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днем 14-19 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.